Muratхан önemi жұмыс басты болса да, әрдайым балаларына қамқорлығы мен мейірімін аямады. Бүгінде оның 5 баласы есейіп, әкесінің бала кезінен бойларына сіңірген тәлім тәрбиесі мен өнегелі өсиеттерін әлі күнге дейін жадына сақтап келеді. Очень много дел на самом деле для людей. Вот даже есть воспоминания такие, как мы ездили в детдом, да, потому что папа, он на самом деле помогал людям. В медресе мы с папой ездили, вот он показывал эти вот места, где люди, где живут дети, которые нуждаются, да, в поддержке, в любви, в заботе. И самое такое запоминающее для меня почему-то было, знаете, какое событие? То, что вот у папы работал один мужчина, и он заболел раком. И папа помогал его семье, его до сих пор, его сын папе благодарен. Он даже вот нас, детей, взял, я помню, мы ходили к нему домой, пошли. К этому мужчине он уже, можно сказать, был в очень плохом положении. Я помню его таким вот высоким, красивым, да, таким вот он был широкоплечий. А тут был человек совсем другой, да, который уже не ходит, который уже лежит. И это очень сильно повлияло на мое, наверное, тоже, на мое видение вообще жизни. Да, на самом деле очень сильно дает тебе определенную ценность в жизни. Я думаю, вот это все папа хотел показать, но это показывал, знаете, не через нотации, не через какие-то вот фильмы, а через реально вот жизненную картину. Да, папа у нас такой человек, который всегда всем помогает, который всегда думает о других, которому вот, как вот у него душа болит, да, вот за других людей, и всегда он пытается помочь всем, чем может. Я вот там даже вроде бы такие незнакомые, да, вот люди там что-то папе расскажут, какую-нибудь такую трогательную историю про себя, и вот у папы начинается, он начинает там звонить всем там своим друзьям, знакомым, родственникам, подключать кого возможно, чтобы помогли. Наверное, это чувство такой еще справедливости, вот он всегда за справедливость и за то, что нужно помогать другим. Вот нам и в детстве всегда это прививал, что если тебе хорошо, поделись этим с другим, да. И всегда он приучал относиться ко всем по-равному и особенно помогать слабым. Как отец он очень любящий, в то же время строгий. Всегда с детства хотелось быть похожим на него. Он показывал, каким надо быть человеком, каким целям стремиться. Всегда дает советы, свои рекомендации, говорит. С ним всегда интересно беседовать, потому что он очень начитанный, мудрый человек. Говорит такими стихами, иногда какими-то поговорками, и думаешь, вот классно. И стараешься тоже побольше читать, побольше изучать. Вдохновляться этим. В детстве редко виделся с папой. Он всегда рано вставал на работу, либо на тренировки. Я помню, он мог даже встать в 5 утра, чтобы поехать на велосипеде зимой искупаться в Гореннике. Всегда, когда приезжал за границей домой, мы с папой чаще всего ходили на тренировки, занимались спортом. Он всегда меня подталкивал быть сильнее, лучше. Для меня это было очень большое вдохновление, очень большой стимул. Я хотел достичь таких же высот, может даже его превзойти всегда. С самого детства, я помню, рассказывала своим подругам, что мой папа Iron Man, бизнесмен, музыкант. И я всегда носила звание его дочери как знак отличия, а его глубокую любовь я оценила как трофей. И по сей день это не изменилось. Я говорю о своем папе как о легенде, о человеке, у которого я научилась и продолжаю учиться почти всему, что знаю, о человеке, по стопам которого я иду во всех своих навыках. Писание стихов, игре на гитаре, пение, чего я особо уже не делаю, но часто вспоминаю те времена, когда я садилась ему на колено,
У него была гитара в руках, и он играл, а я вместе с ним пела. Все это кажется сейчас намного особеннее, как, и всегда было, когда он каждый день приходил домой с работы и сразу же шел ко мне в комнату, чтобы меня поцеловать. Даже когда я капризничала о том, какие колючие его усы. Это было уже лет 10 назад, но я об этом думаю каждый день. Я прошу у Бога в тишине, времени и сил дать столько мне, что, пройдя дорогою потерь, смог сказать я: дочка, верь. Мұратханның отбасынан мәжбүрлі түрде жырақта жүргеніне 9 жылдан асты. Осы уақыт ішінде балалары есейіп, оқуларын тәмамдап өз жолын тапқан. Осы жылдар аралығында оның 4 немересі дүниеге келді. Олар атасын жақында ғана алғаш рет көрді. Алайда уақыт пен қашықтық еш өзгерте алмаған бір құндылық бар. Ол шексіз сүйіспеншілік пен қайта қауышатын күнге деген берік сенім. Папа, он и сейчас поддерживает. Для меня очень важно получать его благословение, потому что благословение родителей – это как будто у тебя открывается дорога. Я чувствую, как меня вот какая-то вот сила, которая есть в папе, а у него очень такое духа великих людей. Вот я всегда сравниваю его почему-то с Чингисханом. Вот когда я его вижу энергетически именно, да, я вижу в нем такого духа, как у Чингисхана. И вот эта вот поддержка, она меня как будто бы, знаете, толкает вперед. Вот если мама, она дает безусловно, да, любовь, то у папы, у него энергия другая совсем. Это какая-то опора. Ты всегда знаешь, что если я куда-то не туда сверну, то у меня есть папа, на который я могу опереться. Папа поймет. Он очень добрый, очень светлый. Мне все равно, я тебя родил, на свою мечту, на свою мечту, на свою мечту. Звезды, луна поют мне песни вновь про мою судьбу. Он вообще сам по себе очень светлый человек, потому что я вот даже вспоминала такие одни из последних событий, и когда нам с папой не разрешали видеться 5 лет. То есть 5 лет мы вообще никак не контактировали, абсолютно никак не виделись. Это как раз пришло на тот период, когда я родила уже 2 детей, то есть он не видел своих внуков. И, в общем, тут появляется возможность приехать к нему в Жезказган, тогда он в лагере, в таких самых тяжелых условиях, холод, зима. Мы полетели туда. И 5 лет я не видела своего папу. Я вообще такая прям папина дочь. И папа всегда говорил, что у нас именно с ним такая очень особенная связь. И для меня это было очень тяжело, в то же время очень волнительно. И вот спустя 5 лет мы заходим в лагерь, в общем, всякие эти проверки очень тяжелые, чтобы туда зайти. И вот жду в коридоре папу. И я думала, честно говоря, что папа будет каким-то грустным, да, через все эти испытания, через все эти сложности, через которые он прошел. А он вышел, и я была так удивлена, потому что он вышел такой светящийся, такой светлый, улыбается во все свои зубы. Такой вот от него прям вот этот свет льется. И для меня это было так удивительно, потому что человек, который прошел через такие сложнейшие испытания жизненные, который прошел это все очень достойно и сумел в себе сохранить свою доброту, свой свет, это удивительно. И тогда мы с ним
обнялись. Было очень трогательно. Я, наверное, никогда в жизни так сильно много не плакала. Вот это вот удивительно, то, что человек, несмотря на все трудности, сложности, остается вот несломленным. И вот это точное слово, описание про моего папу, что вот он несломленный человек. Даже вот такая сила духа и в первую очередь доброта сердца, которая не иссякает, несмотря ни на что. Вот такой папа. И всегда было удивительно то, что несмотря ни на что, там каждые выходные он будил меня. В 6 утра мы поднимались на Медео, там бегали по плотине, потом поднимались, купались там выше. И всегда было удивительно, он никогда не пропускал, несмотря ни на что, там болеет, не болеет. Всегда занимался этим. Мне было 25 лет, ему, получается, уже 50. Всегда заставлял через труд, через слезы заниматься спортом. Знай, мой сын, пусть за окном шумят метели, я с тобой, рядом с твоей колыбелью, мой малыш. Эту песню я дарю тебе. С ним занимались мы триатлоном, бегали, плавал я. Смотря на него, всегда хотелось быть похожим на него и никогда как бы не подводить. Он всегда был и остается для меня стимулом и примером для подражания. Он всегда был дисциплинированным, серьезным, но при этом оставался мягким. При любой трудной ситуации я думаю, как бы папа поступил на моем месте. Я всегда хотел быть, как он, когда вырасту. Первое впечатление об отце – это очень порядочный, мудрый, очень справедливый, хороший человек. Как он говорит стихами, меня это очень вдохновляет, такой вдохновляющий человек. И я бы хотела, чтобы наши дети были очень сильно похожи на него. Я считаю, что он очень большой вклад принес стране, своей родине. И даже несмотря на ситуацию, которая с ним произошла, он все равно остается патриотом, любит свою страну и всегда готов ее поддержать. Он очень патриотичный. Даже когда я закончил в Канаде университет, я хотел там остаться. Он говорит: какой остаться? Ты что? Ты же казах, тебе надо в Казахстан поднимать страну. Ты не патриот, что ли? Как так? Я показываю своим друзьям с университета теперь карточные фокусы, которым он меня научил. Многие не знают, что я именно училась на свидании в тюрьме. И несмотря на мрачность атмосферы, так сказать, воспоминания о свидании никогда не мрачные. Его смех, как мы сидим за одним столом на одной кровати, разговариваем о философии, о книгах, о политике, о музыке, особенно о песнях, которые я нашла в его дневнике, еще со времен его службы в армии, и которые я сама слушаю сейчас. Там что-то из Beatles, что-то из Pet Shop Boys. Я каждый день просто с нетерпением жду того следующего светлого будущего, которое я знаю уже скоро будет, которое нас ждет, нашу всю семью. Мы мечтаем о том дне, когда папа вернется, потому что такое самое-самое заветное желание, которое каждую ночь, ты перед сном загадываешь на каждый праздник, на каждый день рождения, Новый год. И ты Всевышнего просишь: пожалуйста, Всевышний, просто пусть папа будет рядом. Оказывается, счастье в том, что просто папа и мама были рядом. Мои сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. О, сын и дочь, да пусть хранит вас судьба от всех тревог и невзгод.
тебя ждем.